Мигранты могут спать спокойно. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие новые открываются рейсы между Россией и Таджикистаном. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Российская авиакомпания С-7 запустит еженедельные рейсы из Томска еще в 4 города Таджикистана. 6 ноября полеты будут выполняться в Душанбе и Куляб по субботам. Кроме того, новые рейсы откроют в Худжанд и Бахтар. Они начнутся с 7 ноября. Самолеты будут летать по воскресеньям. Сообщается также, что 6 ноября авиакомпания С-7 запустит рейсы по субботам из Томска в кыргызский город Ош. Напомним, как и прежде, для въезда в Таджикистан понадобится ПЦР-тест на отсутствие коронавируса не позднее 72 часов. Отметим, что с 1 сентября въезд в Россию для граждан всех стран СНГ возможен только через приложение «Путешествую без COVID-19». Как вам такие новости? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Но внутри Таджикистана тоже есть интересные новости по поводу транспорта. Председатель комитета по охране окружающей среды Таджикистана Бахадур Шерализода считает, что нужно начинать с себя, чтобы предотвратить изменение климата и загрязнение окружающей среды. Чиновник привел в пример свое ведомство, которое установило велосипедную стоянку у входа в здание и предпочитает велосипеды автомобилям. Каждый из нас должен меньше ездить на автомобиле, который является одним из основных источников загрязнения воздуха и окружающей среды, сказал Шерализода в интервью изданию. По его словам, Таджикистан занимает 135 место в мире по выбросам углерода, а доля страны в регионе Центральной Азии составляет менее 3%, но республика по-прежнему находится в списке наиболее уязвимых к изменению климата. Объясняя ущерб, который может нанести Таджикистану изменение климата, Шерализода отметил, что повышение температуры и увеличение количества осадков окажут негативное влияние на секторы энергетики, сельского хозяйства и транспорта. Глава комитета также сообщил, что от стихийных бедствий за период с 1992 по 2006 год Таджикистан понес экономический ущерб в размере почти 2 миллиарда долларов, а пострадали более 7 миллионов человек. Как вам такое? И как вы думаете, общественный транспорт они тоже захотят перевести на велосипеды? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!